Всем доброе мое пожелание, кто смотрит это видео. Я хочу его посвятить, вот это видео, тому, чем я занимался когда-то. Занимался я электронными книгами, пытался их как-то верстать и, в общем, вкладывал в них некоторые свои вещи. Пытался как-то построить свою систему издательскую, независимую ни от кого. Ну и, в общем, пытался таким образом решить проблемы издания для себя. Это называется самиздат. Культура самиздата у хакасов, она не так сильно была развита. И вот эта надобность, она появилась в 90-е годы, когда не было денег для издания. И у меня почему-то появился интерес попробовать самому, что можно сделать вообще-то в домашних условиях, что называется, не клянчить, не бегать по спонсорам, по правительствам, а попробовать самому. Я пока не буду рассказывать, что у меня получилось в бумажных изданиях. Там у меня есть несколько своих сборников стихов, и не только своих. Я потом расскажу об этом в другие видео. Сейчас же покажу, что у меня получилось в электронных системах. Дело в том, что после того, как издал несколько своих миниатюрных книжек, своих сборников стихов самиздатом, самостоятельно, я их собрал на принтере, точнее говоря, в PageMaker собрал книгу электронную, распечатал на принтере и сам сшивал, собирал, в общем, делал твердые обложки. Ну вот, что получилось в электронных версиях. Одна из моих, это издание мне самому нравится, откровенно говоря, именно как сам издат. Это неофициальное издание, но я пробовал некоторые вещи, пробовал программки, есть такие для издания электронных книг. Вот попробовал сетевой маркетинг в вопросах и ответах, электронные тексты, они были в интернете. В общем, это была проба пера, что называется, программа. И тут вопросы по сетевому бизнесу. Общие вопросы. Тогда, конечно, сетевой бизнес вообще не был понятен. Это была новинка. Многие не понимали, что это такое, с чем это связано, и как, и почему. И, в общем, появились, конечно, книги и тексты, посвященные этому явлению. Вот таким образом я собирал вот этот вот текст, сам увлекался тогда сетевым бизнесом, работал в Amway. И вот в 2004 году для себя я, в общем, верстал эту книжечку. Окмадина, тоже интересный журналист, писатель, посвятивший тоже эту книжку, величайший в мире торговец, основам бизнеса. Эта книжка мне нравится, сам текст мне нравится. Тут есть основные принципы. Вообще в художественной форме были изложены основные идеи, основные возможности мышления. Проще говоря, это постановка мышления для бизнесмена. Книга мне сильно понравилась, откровенно говоря, поэтому я решил его для себя сверстать, и раздавать друзьям, которые хотели бы видеть вот этот текст, пусть даже в электронном варианте. Но это была проба пера. И вот я для себя решил сверстать свою уже книжку, уже со своей информацией, не с чужой, как в предыдущих вот текстах, да, а именно со своей информацией. Мне было интересно, что же я сам-то могу вообще-то. И вот я начал собирать информацию понемножку. Хакасская музыка на CD-носителях. 2004 год тоже. И давайте посмотрим, что здесь есть. Небольшое вступление. Текст о хакасской музыке. Мне разрешила автор этого произведения, но в таком приватном разговоре она мне разрешила свой текст вставить в электронную книжку. Это Баранова Наталья Кирилловна, кажется. Она мне вот сказала, что я попросил, она разрешила. В общем, это ее вступительная статья о хакасской музыке. Можно посмотреть. Ну и дальше. Небольшое мое вступление о CD-носителях. Что хочется сказать, что по CD-носителям.
CD-диски, они сейчас есть, но дело в том, что уже идеология CD-дисков, она уже практически уходит. Сейчас появились флешки и другие совершенно возможности хранения информации. Сейчас есть уже система облака. И CD-диски, они уже практически уходят в прошлое. Ну, привычка пользоваться, конечно, им еще останется, но сама технология, она уже уходит в прошлое. И вот первое издание, серьезно такое издание, это фольклорная группа Subgillar. Они собрали свой первый диск, записали его. И вот в 99 году в Москве вот издали такой диск, CD-диск. Это первое CD-издание, которое было у Хакасов. Но надо сказать еще следующее, что на самом деле самый первый диск именно в компакт-диске, в таком варианте, собрал я сам свой первый сборник. Кстати говоря, он тут есть, нет, по-моему. Да, наверное, это вот этот диск. К сожалению, вот этого первого диска нет. До Subgillar я собрал свои песни и издал в одном экземпляре. Ну, как всегда, как сам издат. Но технически все сделал так, как есть в CD-дисках. То есть прописал аудиотреки. А в то время еще в продаже были кассеты, магнитофонные кассеты, мини-кассеты. И вот я собрал свой первый диск. И мне там помог нарисовать обложку Эдуард Алексеевич Сагалаков. Ну, я думаю, он будет свидетелем, наверняка, если увидит это видео, он подтвердит, что да, действительно, он мне прорисовал сборник. И вот я тогда собрал свой первый компакт-диск своих песен. Следующее издание Overlord, к сожалению, вот обложку я вот не вставил, короче говоря, надо было, конечно, вставить. Это второе издание группы Subgillar. Тоже очень интересный диск. Так, и следующее серьезное издание это группа Ульгер. Они его также, кажется, прописали в Москве, кажется, да. И в общем ансамбль Ульгер при филармонии они прописали вот этот диск. И, по-моему, только у нас два диска такие остались тысячными тиражами. Кажется, этот экземпляр был издан тысячным тиражом. Да, тут прописаны основные исполнители этого дела. Так, дальше группа Islands. Это самостоятельно собранные треки, они тут прописывали. Тогда вот музыканты, они заказали мне этот диск, и я сам издатом точно так же вот этот вот компакт-диск им прописывал. И это вошло вот в это издание. Здесь можно посмотреть, какие были треки, кто участники ансамбля. Следующее CD издание это группа Сумер. Я участвовал в этой группе, и первый альбом мы собрали именно вот. Сначала в кассете собрали, а потом уже прописали в компакт-диске, в CD издание. Мы его сделали сами для себя. Есть перечень произведений и общее количество времени. Можно тут посмотреть, почитать. Дальше Михаил Еремеевич Кельчичаков по просьбе дочери Михаила Еремеевича. Этот диск был издан и собран. Вот Михаил Еремеевич, он был собран в двух вариантах. Здесь только один диск. Вообще было сделано два варианта. Собраны были произведения Михаила Еремеевича Кельчичакова, то, что он играет, Тахпахи, и также его интервью с Евдокией Михайловной Кельчичаковой. В общем, было издано два диска, два в одном, что называется. Но тут указан только первый сборник. Дальше я работал с Сергеем Трофимовичем Чарковым, он тоже мне заказывал вот этот вот диск, я его сам оформлял. Вот что нам нужно сказать, вот это все я оформлял сам, я не дизайнер, это, конечно, не имеет ко мне отношения, это тоже ко мне не имеет отношения. А вот это все я оформлял сам, но это, конечно, все такая быстрая ручная работа, я еще раз говорю, я не дизайнер. Ну, это вот мои такие обложки. Это альбом семьи Черковых, Сергея и Юлии, да, отца и дочери. В общем, они тоже собрали свои треки. И, кажется, они его потом
повезли в Англию. Дальше Евгений Улугбашев, я тоже с ним работал, ему записывал вот эти треки, прописывал и также оформлял. Вот это все было мое оформление. Тут можно посмотреть, сколько здесь треков, какие треки, по времени их также можно узнать. Дальше мои свои собственные диски. Ну да, я тут прописывал, пишу, что в общем на 3 компакт-диска. Первый альбом Чаном Чалбрана в 2000 году, второй альбом Чурта Салга в 2002 и третий альбом Импровизация в 2003 году. Вот первый альбом Чаном Чалбрана, вот это вот альбом и есть. Сам прорисовывал, сам делал. Фотография Топоева Петра Яковлевича. Ему я благодарен за это фото. Это фотография из выступления в городе Саяногорске. Кажется, было посвящено тюркской письменности. Но вот перечень тех произведений, которые есть в этом сборнике, который был прописан. 16 всего треков на 51 минуту. Второй альбом «Чурта Салга» это уже другие песни, они не повторяются. Также 15 треков с бонус треками, еще компьютерный вариант. Всего 50 минут. Так, третий сборник «Импровизация». Кстати говоря, вот этот третий сборник никогда у меня не был в продаже. Я его никогда никому не предлагал. Это чисто инструментальная вещь, импровизация, но свободная такая игра на Хомсе. Всего 16 треков было прописано. Дальше я пытался сохранить в то время некоторые диски из фонда Хакасского радио. Дело в том, что ГТРК имеется в виду. Дело в том, что там начали переписывать вообще всю музыку, весь аудиоматериал, который был накоплен, переводить его в компакт-диски. Но что значит переводить из магнитной пленки в компакт-диски? Конечно, основы магнитной пленки, они уже выбрасывались. И мне, откровенно говоря, было очень жалко то, что это выбрасывается. Ну, на самом деле, руководство ГТРК, оно не проявило серьезного такого участия в хранении информационной ценности, я бы сказал, не только хакасских записей, но вообще записей фондов радио вообще. И мне было очень жалко, что, ну, грубо говоря, гробится оборудование старое, да, и, в общем, было жалко. И я решил по возможности переписать для себя то, что мне хотелось. В общем, я стал... Это было, конечно, возможно, нехорошо было, да, меня некоторые осуждают за то, что вот типа я вот плагиатил, да. На самом деле, моя основная задача была сохранить, потому что государство, к сожалению, точнее говоря, чиновники государства, они не заинтересованы в хранении вот этих вот записей. Я не уверен, что и сейчас они проявляют активное участие в том, чтобы хранить фонды записей Хакасского радио. И тем более на хакасском языке. Они считают, что это никому не нужно, раз сами хакасы сегодня не говорят на хакасском языке или не хотят говорить, значит это и вообще никому не нужно. В общем, чиновники таким образом относятся к фондам радио. И я стал их записывать и предлагать народу, что называется. Таким образом был сформирован вот этот вот сборник. Но этот сборник сформирован был из таких общих записей, которые я делал сам, когда работал на радио. Это мои личные записи. Дальше, 99-й год, это тоже я сам записывал, это было мероприятие, очень интересное мероприятие, которое организовал в тот период Вячеслав Кученов. Это были мероприятия по музыке хайджи. Вот в 99-м году в юрте, так называемый, был записан концерт, и вот этот концерт, он был записан лично мной, и этот концерт я вынес вот в этот компакт-диск. Следующий диск Чатхан в 2000 году. Также был концерт проведен в юрте 7 апреля. Вот, да, и этот сборник был включен исполнителем. Был сформирован такой сборник Чатхан 2000, да, Айтыс 2000.
Вот ITS 2000 в селе, в Таштепе, в селе Ангелчон проводилось вот это вот мероприятие. Я сам все это лично записывал. Очень интересно было состязание ITS между Альбиной Васильевной Курбежековой и Зоей Ивановной Баргаяковой. И я считаю, что это уникальная запись. И вот они в CD-носителях есть. И там состязание именно двух, я считаю, лучших тахпахчи даже на сегодняшнее время. Это на 2016 год. Они, слава богу, еще живы. Вот эти два исполнителя. И они на очень хорошем, высоком уровне, в общем, проявляли свое творчество тахпаха. И я это тоже вынес, вот этот сборник. Ну вот о чем я говорил, пытался вынести вот песни советского периода в народ, те, которые были востребованы наибольшим образом. Следующий сборник от Ры я сам точно так же записывал вот это мероприятие, и в общем сформировал вот этот вот диск. Вот это вот Людмила Раштаева, это как раз тот сборник, где была идея сохранить хотя бы то, что есть на самом деле. Да, то, что я не уверен был, то, что могло быть сохраняемо чиновниками. Я хочу еще раз акцентировать на этом явлении. Именно чиновниками. Они не проявляют почему-то усердия по отношению к хакасской музыке. Вот то же самое. Александр Киштиев. Очень интересный исполнитель. Его песни. Так, Хомос. Этот сборник, я в нем проявлял участие. Это книжка Петра Яковлевича Топова, но к нему был приложен компакт-диск. И вот что там было в перечень вот, в этом сборнике в CD-носителе. Эти произведения они были внесены вот в эту книжку. Бардовская музыка, тоже очень интересная часть. Пытался собрать и показать идею того, что у нас существуют непрофессиональные музыканты, которые играют довольно-таки очень неплохую музыку. Вот такова была идея этого сборника. В общем, я называл его бардовской музыкой. Василий Чаптыков, Щалошин, Чебеда, Сибдейтом, Сагалакова, Тюкпиеков, Юрий Топоев, Анна Бурнакова, Март Качаков, Валерий Пастушенко, Чебадаева, тоже, кстати, интересный дуэт. Ну и так далее. Андрей Сачаков. Ну, некоторые профессионалы, конечно, Вениамин Баргаяков, Игорь Баргаяков. По одной или по сколько песен я туда пытался внести. Вот Татьяна Шалгинова, Татьяна Федоровна. Она собирала свой сборник. Мы с ней работали. В общем, я это прописывал. Я не помню, чье это. Ну, по-моему, я оформлял, я сейчас не помню по дизайну. Кто это делал? Солнечный Чатхан. Далее я пытался вынести еще видео на компакт-диске, уже на DVD-носителе. И вот этот концерт Людмилы Раштаевой, он был прописан мной. Я сам снимал на свою камеру, уже видеокамеру. И это именно записи вот этого концерта. Видео на компакт-дисках. По-моему, этот концерт сейчас он есть у Людмилы Раштаевой. Но у меня где-то надо посмотреть. Следующее видео это видеоконцерт фольклорной группы Ульгер. Он прошел 27 февраля 2004 года. Вот этот концерт называется Шутебеке. И вот я решил тоже вписать уже идею DVD-носителей. Это уже видео, это не аудио записи, а именно DVD-видео. Видео на компакт-дисках. Ну вот такое было издание, электронное издание у меня вот на период на 2004 год, после того, как я занимался вот книжными изданиями. О книжных изданиях я надеюсь сделаю видео и думаю, что дам ссылку под этим видео. Сейчас же спасибо за внимание, кто смотрел это видео.
подписывайтесь. Возможно, если есть желание, ставьте лайки. Ну, сделайте замечания, можете. Да и было бы хорошо, если бы вы написали свои отзывы об этом явлении, об этом видео. До следующей встречи. С вами был Сибдей Том.